Итак, здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Мы рады вас приветствовать в нашей очередной рубрике «Горите в аду вместе с нами». Теперь уже на улице Баумана 9, если быть точнее 9А. Сейчас наше заведение называется «Кузница чая». Название связано с нашей непосредственной прямой деятельностью, то есть коваными изделиями. Ну и плюс чай. Какой же чай без кованых изделий нахрен? Без них и в аду горится скучно, и куется хреновато. Ну, собственно, пока разговор не об этом. Сегодня мы горим в аду вместе с нами с замечательными нашими шашками. Кто-то их называет сабелька, кто-то называет ножичек. Ну, чаще всего говорят, ну а зачем он тебе нужен, да? То есть и сегодня разговор пойдет, ну, коротенько о том, как, откуда, что, почему и вообще зачем. То есть все мы знаем, что колбасу и капусту пальцем не покрошишь. И основное направление, то есть наших изделий, рассчитано на хозбыт-нужды, да, то есть помимо того, что обычной шашкой рубят и рубили, ну, может быть, даже больше рубили головы, мы используем сейчас очень активно это в приготовлении чаев, в приготовлении различных салатов сезонных, то есть в данном случае это зимний период времени, когда витаминоз, нехватка витамина ПП или как его там в капусте, то есть очень хорошо крошится. В одной из рубрик мы обязательно это покажем, как тупой шашкой можно накрошить капусту в мелкую шинковочку. Итак, что мы имеем, значит? У нас вот такие замечательные шашки. Есть, были и будут. Шашка образца 1881 года. Сделана она в данном случае из прекрасного материала автомобильного рессора. Рессора 65Г, как вы знаете. Использовали самый свежак с автомобиля ЗИЛ в данном случае. Рукоятка у нас сделана из березы. Также гарды, это литье латунь. Ножны сделаны из телячьей кожи. И внутри наша дорогая бесценная сосна. Входит и выходит это все очень замечательно. То есть просчитан каждый миллиметр. Все это делается индивидуально практически. Есть замечательный вкладыш, сделанный из кожи, да, чтобы вот эти вот моменты избежать. Очень удобен в ношении каждодневно, да, то есть в зимний период очень хорошо носить под плащом, под длинным каким-то пальто. Морякам не рекомендуется, торчит, все это видно. А так в обиходе вот очень замечательная вещь. Шашка в данном случае подарочная. Здесь написано «Честь, долг, отвага». Есть замечательные орнаменты, потом все это можно будет поближе нам показать. Удобно лежит в руке, что в левой, что в правой. То есть у кого под что чего заточено. Хозяюшки используют больше обе руки, потому что размах нужен хороший. Стол для шинковки капусты, мы тоже потом это подробнее покажем, нужен не менее 1 метра. То есть шашечка вот она как раз ложится. Ну и для рубки баклашек с пивом, квасом и водой тоже как бы можно использовать. Но предварительно нужно ее немножечко заправить. Как только мы ее заправим правильно, то есть используя либо заточку в 45 либо 25 градусов, то есть назначение тут кардинально можно поменять. Войти в раж, в кураж, то есть отрываться на кухне можно, ну, довольно-таки весело. Все будут довольны. То есть отсюда и название «Честь, долг, отвага». Да? То есть мы начали честь, кто-то ее, может, потерял, кто-то, наоборот, нашел. Ну, долг мы все должны кому-то чего-то, да. Ну, отвага — это уже у кого какое там здоровье хватит отважиться на рубку баклашек с пивом. Отсюда потом идет, ну, потерял честь, значит, там, ну, капуста и так далее. Тут как бы, ну, у кого как ложится в хозяйстве дела. Так вот, эта шашка образца 1881 года. Использовалась в кавалерии и не только. Далее, после этой шашки, при появлении Красной Армии, РКК, появилась шашка образца 1927 года. Выглядит она практически, скажем так, схожа. Вся разница в украшении, мне кажется, то есть уже отсутствует то литье, которое было в предыдущей шашке, да, более такое оно попроще. Называется она шашка рядовая, сделана тоже из автомобильной рессорной стали 65Г, имеет дол, имеет шикарный материал, тоже изготавливаем также из материала 65Г, та же рессора. Годится уже более широкого спектра, да, то есть не только капусту можно нашинковать, огурцы, помидоры, то есть под Новый год вообще очень востребованный товар, то есть можно нарубить полным фаршем все что угодно. Итак, все отличие, значит, это
более простой дизайн, скажем так, отсутствует литье, которое не является таким более пафосным. Обычное литье, тыльник, рукоятка также сделана из березы, ножны — это телячья кожа, и внутри содержание — это сосна. Есть определенный ценник, они гораздо дешевле, нежели образца 1881 года и так далее. Используем в хозяйстве. Также не все же висеть ему на ковре, как, допустим, очень любил товарищ Буденный собирать все различные шашки, огромное количество экземпляров у него в коллекции. Одна из этих шашек, то есть из этого же ряда, скажем так, была подарена его внуку. Так что вот эти шашечки, то есть родственники той шашки, которая висит у него в коллекции. Так вот, очень удобно для выхватывания. Многие думают, что шашка носится вот именно вот так вот, да? На самом деле все это неправильно. Для экстренной реакции, то есть она должна висеть вот таким моментом. Здесь есть некий упор, да, чтобы быстренько там честь, отвага, долг, баклажку срубил, еще что-то такое, капуста сразу раз и понеслась, да, шашкой наголо и так далее. Имеет некоторый загиб, да? Для чего нужен загиб? Одна из версий. А загиб очень был популярен в Красной Армии у того же Чапаева, да, когда у него спрашивали там, а как же там, Чапаев, вы там выглядите там при людях, там, что вы можете сказать? Он говорит, ну вот у Чапаева, он про себя рассказал, у Чапаева, говорит, усы вот такие, говорит, и сабля вот такая вот. То есть вот тоже очень удобно показывает загиб такой. Ну, вообще для шинковки капусты тоже идеально подходит и так далее. Это коротенечко о шашках. Еще раз, значит, повторюсь, это образца 1881 года, это образца 1927 года. А есть наш замечательный горящий в аду, правильно, нож-пластун. Кто-то называет пластунец, кто как называет, то есть так оно и есть. А в данном случае это некая такая модификация. Нож стилизован под пластунский, очень удобен в руке. То есть можно нарезать сало, колбасу, жир, мясо. Татары, вот, допустим, сало не едят, но этим ножом очень удобно резать копченый курдюк, например. Или конский загривок. Очень легок. Используется также в быту, в хозяйстве. Носится как на поясе, так и привязывается к ноге. Вот. По поводу быстро среагировать я не знаю. Тут никаких вот захватов таких явных нет. Но когда ты резко нашел грибок какой-то, да, который нужно срезать, белый подмасленок или какой-то там подпяточник, тоже как бы вот, но все можно срезать, можно выковыривать с корнем. В консервной банке открывать, опять-таки, очень даже шикарен. Еще раз повторюсь, это один из вариантов, скажем так, видов ножа пластун. Кто-то называет пластунец и так далее. То есть тут вот видим такую вот закруточку, которая стягивает наш клинок. Он насквозь проходит, тут стягивается и так далее. То есть можно все это разобрать, быстренько разложить. Я не при делах, грибы я не собирал. Вот ножны сделаны из телячьей кожи, подклад с чепрака. Здесь такая вот мягкая кожа. Все это можно к ляжке привязать, спрятать где-то там под какими-то юбками там и так далее. Ну, то есть жизнь она такая нынче. Не угадаешь, когда чего пригодится. То есть хозяйство быть должно. Бебут классический, образца 1905 года. Закос под такую фигню. Не знаю, Чапаев ее носил вот так вот или нет. Но тоже как бы загнутый. Очень красивый, интересный вариант. Это когда артиллеристы уже подпускали врага очень близко к себе. То есть они брали вот этот бебут и вот как могли, короче, вот лупили, значит, своего врага, чтобы у того высыпались все эти ядра там. И он уже никак не мог больше их атаковать. То есть очень такая удобная штука. Но мне кажется, если долго сильно лупить, она будет вылетать. Но как бы если даже это вылетело, можно вот этим как бы добить. Ну или затыкать врага вот этим вот замечательным латунным окончанием с шариком. Ну да, шариком. Рукоятка сделана из березы. Также 65Г наша любимая. Тут вот замечательный кровосток. Это нужно, когда вот тыкаешь, да, и вот оттуда кровь так льется. Ну, можно тыкать какие-то фрукты и получать свежевыжатый замечательный сок. Ну, ту же капусту там потыкал много раз, и отсюда сок потек. Она называется кровосток, если кто не знает. И если взять шашку образца 1927 года и вот так вот стучать сильно друг об друга, то можно сделать замечательный конкурс, кто кого победит. Но мне кажется, Бебут победит, потому что им выколачивали вот эти вот гирьки из вражеских вот этих вот полков, которые приходили их стрелять. Ну, артиллеристы я имею в виду. Вот. Но на первом месте, мне кажется, все-таки вот этот маленький грибной нож, который называется, ну, пластунец, пластун, в данном случае Петровский. Почему Петровский? Потому что Петя. Вот, далее, что мы имеем еще у нас в наличии в продаже? Я еще не сказал, что будет, если взять шашку образца 1927 года
и образца 1881, и вот так вот постучать, то это уже зависит, мне кажется, от, ну не знаю, умения или силы удара. То есть если бить справа, мне кажется, то победит, наверное, правая. Если бить слева, то левая. А может, она отрубит другую. Но об этом мы обязательно поговорим в следующих наших рубриках «Горите в аду» вместе с нами. Я думаю, что это будет любопытно. Мы прям обязательно сделаем такой тест-драйв, когда один клиент придет и скажет: а вот у меня была там, висела у Буденова там. И он когда купит, мы обязательно вот это проверим, потому что они все время хотят сказать, что у них такое было, что сейчас у вас нет. А у нас есть все. Потому что горим очень ярко, горим четко, и все у нас работает вот так по-настоящему. Далее мы расскажем вам немного про камчи и нагайки.